Сегодня в Уфе пройдет премьерный показ комедии «Испытание аулом». Что особенно важно, это совместная работа кинематографистов Башкортостана и Карачаева-Черкесии. У нас в гостях директор киностудии Башкортостана имени Амира Абдразакова Юнир Аминев и продюсер фильма «Испытание аулом», директор киностудии «Дамбай фильм», председатель Союза кинематографистов Карачаево-Черкесской республики Артур Найманов. Доброе утро. Доброе утро. Ой, Юнир, простите, мы про вас сказали только директор. Там можно было продолжить, по-моему, тоже. Просто директора. Итак, фильм стартует сегодня в прокате в нашей республике. «Испытание аулом», кстати, да, напомним, называется. Но причем в России он уже, по-моему, вышел в прокате, а у нас только сегодня. Ну, как вышел? Так Он бывает? только начал на той неделе, но основной старт как бы тоже сегодня, тоже вот в многих регионах. Так получилось, судьба нас свел, что у Артура получил деньги, хотел снять фильм. Это его первый фильм, и я считаю, что удачный фильм, и он попросил нас помощи, а у нас как бы опыт есть в съемках фильма, и поэтому наши ребята поехали в Карачаево-Черкесию помогать. Сначала уехал наш директор фильма Алина Шакирова с художником-постановщиком Айгуль Байрамгуловой. Потом через 2 месяца уже туда уехала наша машина со всеми оборудованием, осветителями, инженерами, водителями. Ну, вся команда с оборудованием там у нас работала. То есть техническое вот это оснащение, все работники, так скажем, закадровые, это команда Республики Башкортостан, правильно, да, Артур? Да, все правильно. Актеры ваши. Актеры, да, у нас местные все. Самое главное то, что они еще непрофессиональные. Да, вот мы подбирали актеров. Специально? Не специально. Мы подбирали актеров по образам персонажей, чтобы они как-то соответствовали в жизни. Но до съемок с ними отдельно педагоги работали, верхом учили ездить главных героев. Никто из них до этого не садился на лошадь. Ну, как бы такая у нас нелегкая работа была для первого проекта. Сколько снимали по времени? По времени вообще 1,5 месяца съемка была. В Карачаево-Черкесии снимали? Да. Итак, «Испытание аулом». Судя по названию, мы понимаем, что действо происходит в деревне. Это вообще такая любимая тема, излюбленная тема, мне кажется, многих режиссеров в последнее время. И зритель очень на это идет хорошо, да? Деревня, ностальгия, эмоции, это вот твое детство. О чем фильм? Ну, фильм, вот как название говорит, у нас главный герой Тимур, который родился, вырос в Москве. И он такой, как все современные дети, постоянно с гаджетом снимают какие-то пранки, что-то, балуются, попадают в разные какие-то не очень хорошие ситуации. И вот родители, решив его перевоспитать, договариваются его отправить к деду, чтобы он там как бы немножко другую жизнь, грубо говоря, увидел. Вот. Мы сейчас видим кадры из фильма, да, на экране. Кто из них главный герой? Это вот ваш, да, кстати, водитель. Наш водитель даже. Серьезно? Для водителя роль нашлась. Он хорошо, да, вклеился. Вот это главный герой, Да, да, с барашком. Этот вот наш главный герой, наша героиня, можно сказать. И там самый харизматичный еще парень у нас есть такой полненький тоже. Но фильм, я считаю, что удачно получился. И вообще у нас же киностудия в Башкортостане любит детские фильмы. Как бы у нас «Отряд Таганок», как бы «Белый-белый снег». Вот «Северная Амура» сейчас тоже на прокате идут. Сейчас вот «Испытание аулом». Я считаю, что в этом фильме как раз-то ценности семейные. Вот как раз традиции. И все это мальчик, который главный герой, он приезжает как бы из Москвы, а Артур рассказал, он вообще потом меняется в конце фильма, он становится, понимает, что уважение к родителям, дедушке, то есть
Я считаю, что все должны пойти посмотреть. Приходите в наши кинозалы, интересный фильм, с семьей приходите, одноклассниками, чтобы приходили. Ну, а сейчас как раз каникулы, к слову, да. о том, что каникулы продолжаются школьные. Это идеальное время для того, чтобы прийти в кинотеатр. Ну, во-первых, кинотеатр «Родина» с сегодняшнего дня и вот в ближайшие 2 недели точно. В кинотеатрах Республики Башкортостан. Да, совершенно. В наших кинотеатрах Республики Башкортостан 44 кинозалах, они будут показаны. Так что добро пожаловать в мир кино. И это, считай, совместный опыт. Карачаево-Черкесиям было интересно нам тоже. У нас же до этого были копродукции фильмы. У нас есть опыт. Можно сказать, еще здесь и с Казахстана оператор вот съемки вел. Это считаю, что и Казахстан, и Международный Башкортостан, проект, и Карачаево-Черкесия. Звукооператор с Казани был. И другой исполнительный продюсер с Москвы был, с Казахстана, да, часть. Вот, и это получается, мы вот поехали все в Карачаево-Черкесию, чтобы помочь Артуру, и чтобы получился фильм. Ну, я считаю, мне кажется, причем они в Карачаево-Черкесию вот прям с удовольствием поехали. Надо помогать, не надо. Им просто важно было оказаться вот в этой вашей классной атмосфере среди... К сожалению, я не поехал. Ну, у нас вот показы по разным городам России показали, что фильм не только у нас в регионе интересен, он заходит широкому зрителю. Фильм был на форуме в Калининграде, на кинофестивалях в Оренбурге, в Тюмени. Наш фильм «Гран-при» взял на кинофестивале «0+». Это международный детский семейный кинофестиваль детского и семейного кино, где в Крыму был, в Азербайджане, сейчас взяли вот в Дакку, в Бангладеш, на кинофестиваль, в Лондон, в Сиф. Серьезно? Да. В Лондон даже Вы слышите, да, вот этот вот Уровень. послужной список? Фильм участник многих кинофестивалей, кинофорумов, отмечен наградами. Ну вот в Тюмени Гран-при дали нам. Это международный кинофестиваль семейного кино. Да, подождите, это Поздравляю первое вас. гран-при, но точно не последнее. Ну, надеемся, да. Обычно то, что я говорю, сбывается. Ну, Дальше затронули больше. действительно очень такую важную проблему, да, детей и родителей. И у многих, наверное, это как раз откликается, и поэтому фильм набирает большую популярность. Скажите, есть какие-то интересные случаи во время съемок? Может быть, были какие-то ситуации, казусы, ну или еще что-то, что можете рассказать, поделиться? У нас вот есть персонаж, который отсутствовал в сценарии во время кастинга. Он понравился всем, кто вот в съемочной команде, когда мы искали ребят, и нового персонажа, как сказать, вклеили в сюжет, которого, ну, по итогу мало диалогов, но он там жил своей жизнью, он, кажется, не понимал, что вообще в кино снимается. Просто такой естественный, как сказать, Был самим непосредственный. собой. Да. Это мальчик, Мальчик, да. Там, судя по разговору. да, Представляете, да, как ему повезло, он просто оказался в нужное время. Расскажи, А как теперь на всех наши экранах. художники дом перекрашивали. Мы любим светлые цвета, тона. Да. Дом несколько раз, да, перекрашивали. Они чуть его как, я не знаю, как садик светлый покрасили. А у них, оказывается, не такие светлые дома. Ну как, ну прям таких ярких, таких цветов у нас. Вы на не башкирский наблюдаем. манер решили сделать дом в Карачаево-Черкесии, Я да? говорю, у нас образ деда, он чуть такой, у нас строгий дед, он не соответствует эти цвета его как бы внутреннему миру. Давайте к нашему чуть вернем, у нас не любят так выделяться ярко там. Красить все это. Ну, в принципе, бывает все такое. Особенности менталитета, да, вот их тоже все-таки нужно учитывать, когда выезжаешь на съемки А в самое другие интересное, регионы. вот нагайский язык и башкирский язык, они похожи, как бы. Да, даже когда мы с Артуром встречаемся в разных фестивалях и регионах, в том же Калининграде, в Москве, Питере, там, в Казани, мы иногда разговариваем на родных языках, как бы, и друг друга Понимаете друг понимаем. друга. Да. Как будет «Доброе утро»? Таң яхшы болсын. Ну, в общем-то, да, Там это утро, якшы болсын. я поняла. Я думаю, там есть у нас небольшие вкрапления на нагайском языке, ну, понятно, с субтитрами. Но в Башкирии, я думаю, без перевода будут понимать это. А вы можете на родном вашем языке пригласить наших зрителей на показ фильма? Хош келдіңіз. Да? Bizim
кинула. Итак, с сегодняшнего дня во всех кинотеатрах Республики Башкортостан, Юнир, я вот так вот скажу, во всех кинотеатрах, я точно не ошибусь, вы можете посмотреть фильм «Испытание аулом». Фильм, снятый командой Карачаева-Черкесии и Республики Башкортостан. Очень классный, добрый. Ну а сегодня вечером с кем-то из вас мы увидимся в кинотеатре «Родина» на премьерном показе. Вам спасибо огромное, всей команде. Спасибо. От нас Спасибо большой привет и все идем в кинотеатры.